После предыдущего нашего ответа админу канала Ламро в комментариях посыпались просьбы не называть его чеченским именем Ламро. Я обдумал этот момент и понял свою вину. Посему я официально приношу свои извинения у чеченского народа. Отныне и впредь мы будем называть их своими настоящими именами – халдеями. Недавно халдей в типичном для себя манере начали цитировать очень сомнительные документы, да какие документы, предания, которое от одного человека распространилось. Дальше, ссылаясь на сомнительный первоначальный источник, они начали заниматься фальсификацией, выдавая это как за массовое явление, не говоря уже о том, что там не было проведено исследование, соответственно, нет никаких тому доказательств, отличие от того, что мы показали ранее. Пантюхов провел реальное исследование среди ингушей, платя им за это по 35 копеек, и выяснил, что ингуши являются пришельцами из Персии. Ссылается Бузуртанов. Пантюхов Иван Иванович в своей работе под названием «Ингуши» пишет: из кавказских народностей наиболее волос на груди у ингушей, и уже одно это дает основание предположить, что предки ингушей происходили действительно от татов и халдеев. И это при том, что у каждого ингушского тейпа существует предание о чужеродном происхождении. В будущем мы посвятим отдельный ролик ингушским преданиям, где сами ингуши рассказывают о своих корнях из Индии, Персии, Армении, Кабарды, Кумыкии, Аварии, Осетии, Грузии и так далее. Но сегодня речь пойдет о другом. В своем последнем ролике халдей выставил следующее. Интересный факт. Среди чеченцев был целый тейп под названием «Лайк поезд рабы». Об этом также сообщается в труде «Общественный строй Чечни. Вторая половина 18-го, 40-е годы 19 века», где передается, что плоскостных чеченцев высмеивали и называли рабами, так как они платили исак. Он назвал это интересным фактом, при этом не приводя никакие факты. По мнению халдея, мы должны поверить просто написанному тексту, без каких-либо разъяснений. Ну да ладно, мы к этому уже привыкли. В связи с тем, что ингуши сами начали говорить о рабах, то теперь у нас развязаны руки. Мы отложили эти документы в долгий ящик, думая, что ингуши не затронут эту тему, и теперь мы им, как и подобает чеченцам, с реальными фактами и разъяснениями ответим. Знаете, что мы на шаг впереди вас. Мы знаем все ваши следующие шаги, и мы полностью готовы к ним. На каждый ваш выпад в нашу сторону у нас есть 10 ответов. Сегодня мы предоставим вам документы, где подтверждается неравенство среди ингушей, где более сильный род возвышался над слабым, и таким образом множество ингушских тейпов превращались в лаев, то есть рабов. Вот один из таких документов – Семенов. Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в 1925-1932 годы. Цитата. По истечении 15-20 лет рабы, хорошо работавшие и приобретшие доверие, получали свободу, а вместе с нею и право родниться с ингушами, приобретать землю, строить для себя жилище. У ингушей есть много фамилий, ведущих род от рабов. За убитого члена богатых фамилий взимали по коров, за бедного 6 коров. Записано в 1932 году. То же самое мы встречаем у Зязикова на рубеже столетий. Цитата. Значимой категорией ингушского характера и поведения является издел, в переводе означающее благородство. Это понятие касается как происхождения человека, так и его личностных качеств. На рубеже 19 и 20 веков в ингушском быту были еще довольно сильны подразделения по значимости ингушских родов, фамилий. Эти подразделения сошли почти на нет уже в наше время, когда о них сохраняется лишь память. Хотя ингуш не прочь иногда кичиться, говоря, что в его народе не было князей и холопов, все же нельзя сбрасывать со счетов, что внутри ингушского общества еще в указанное время подразделения родов соблюдались и учитывались при заключении родства. Конец цитаты. К истории ингушей. Распад родового строя у ингушских племен характеризовался также наличием патриархального рабства, института домашних рабов, лаев. Источниками рабства являлись войны, неурожаи, приводившие к продаже в рабство членов семьи, экономическая зависимость обедневшей семьи от сильной и ряд других причин. Но степень развития ингушского хозяйства и общественных отношений не стимулировала рабство и значительного применения рабского труда в хозяйстве.
У ингушей раб нередко принимался в члены того рода, на который он работал. По горской летописи 1868 года по указу русского правительства в Чеченском и Ингушском округах было освобождено всего 294 раба. А по словам Зельдовича Н. Ингуши 1932 год, земля, которая сегодня именуется Ингушетия, служила местом ссылки для принудительных работ на медных рудниках. Видать, отсюда и пошел у ингушей приказной тон, когда сын приказывает отцу или жена мужу. Зязиков – традиционная культура ингушей. Цитата. «Ингуш говорил, у нас все уздени, или мы не подвластны ни ханам, ни князьям, ни султанам. Над нами один лишь Всевышний. Падишах нам равный человек. У нас тоже, как и у него, кроме Аллаха, никого нет старше». Сказанное в какой-то степени соотносимо с ингушской действительностью конца XVIII века и последующего времени, хотя о том, что среди ингушей имело место некое социальное неравенство, свидетельствует советский исследователь Яковлев. Однако предания ингушей гласят о другой структуре общества в период проживания в горах до расселения на равнине. Согласно преданиям, ингуши того периода условно подразделялись на три сословия: эздинах – благородные, юг-яранах – люди среднего слоя, и лай, то есть рабы, социально и экономически зависимые от эздинах. Башир Керимович Далгат также свидетельствует о неравенстве среди ингушей. Цитата. «От выходцев из Датыха, Галгаевского, ныне Хамхинского общества, произошли все цоринцы. Первоначально они даже платили дань галгаевцам, но потом отказались от этого. Тогда галгаевцы убили брата известного цоринца Бехо Алиева, последний отомстил галгаевцам. И с тех пор цоринцы и галгаевцы стали враждебны друг другу, и первые уже больше не платили дани последним». Конец цитаты. Еще один интересный момент из книги Яковлева про ингушей. На странице 117, цитата. «У кого есть рабы, пусть сейчас же отпустит их на волю. С тех пор и получили свободу Барахоевы, рабы Таргимхоевых, и потомки Гадарбоша, рабы Баркимхоевых». Конец цитаты. Также в книге Яковлева про ингушей на странице 123 говорится о том, что с переселением ингушей на плоскость подчинение арабских тейпов исчезло. Ранее на странице 122 Яковлев также свидетельствует о ингушских лаев, то есть рабов. Цитата. «Всем этим чиновникам невыгодно было по старой памяти подчиняться другим родам и помнить о своем низком происхождении. И вот в новых условиях жизни на плоскости старое феодальное подчинение одних родов другим быстро исчезает. Здесь все ингушские роды как бы уравниваются друг с другом в происхождении и правах. Поэтому и нет нужды строить здесь каменные башни для укрепления родовой власти над другими фамилиями. От прежнего феодализма подчинение одних родов другим. У теперешних ингушей сохраняется только тот интерес и та щепетильность, с какими они и сейчас еще разбираются в древности и высоте происхождения своего рода и других фамилий». Конец цитаты. Мораль всей басни такова. Ингушские, арабские и изделовские тейпы строили башенные укрепления не от внешних врагов, как чеченцы в свое время строили против всяких татаро-монгол, а чтобы защититься друг от друга. Например, когда ингуш из эсди-тейпа или наоборот убивал ингуша из низших слоев, они от мести оборонялись в своих башнях. Еще один интересный момент касательно рабынгушей мы встречаем у Зязикова на странице 11. Цитата. «О социальном неравенстве среди ингушей говорили и советские исследователи Николай Николаевич Яковлев и Борис Скидский. Предания гласят, что представителям эсдинах запрещалось вступать в брачные отношения с представителями других слоев ингушского общества, чтобы потомки от возможных браков не могли перейти из низшего сословия в высшее. Если запрет нарушался, то потомки такого брачного союза не могли претендовать на тио, чтобы перейти в эсдинах. На тот случай в народном эпосе сохранилась басня. Как то паслись кони, подошел к ним мул, кони возмутились, мулу не место среди нас коней. Поди прочь. На что мул взмолился: не гоните меня, ведь мать моя кобылица является сестрой лошадиного племени. В ответ лошади заявили: хотя мать твоя и была из низшего племени, но отец-то твой был самый что ни на есть осел. Уходи от нас. Основная идея этой басни приобретает особый смысл, если вспомнить, что люди из низших социальных слоев пренебрежительно именовались вирнах, ослиные люди. Символом неблагополучия у ингушей выступает такое животное, как осел, символом благополучия и благородства – конь.
Использовать осла даже в качестве вьючного, уж нет речи о верхом, животного не рекомендовалось, поскольку это животное было символом позора. Существовали и внешние отличия в одежде у представителей разных социальных слоев. Так рабам предписывалось носить на поясе кушак, а не ремень, который был символом свободного мужчины. Если вдруг случалось, что за столом были представители высшего сословия, а с ними рядом оказался представитель лаев, даже старшего возраста, то любой по возрасту эздинах имел право тут же предложить ему покинуть застолье, неоднократно повторяя слова «со», «лейва», то есть «я раб». Конец цитаты. А то, что дальше идет в этом документе, мы специально не будем зачитывать, оставим это на десерт. Обратите внимание, в этом нашем ответе мы зачитывали вам материал исключительно о ингушских лаев, рабов. Мы не коснулись происхождения ингушей. Мы даже не предоставили вам документы, где говорится ингуши платили дань всем окружающим народам, чеченцам, кабардинцам, кумыкам и так далее. У нас есть много материала касательно ингушских лаев, которые сегодня мы также не показали вам. У нас имеются ряд видеоматериалов, где сами ингуши рассказывают о своих рабах. Если бы мы все это включили в этот наш ответ провокаторам, то ролик получился бы длинным. Но в будущем, если халдей продолжит нападки на наш народ, мы вынуждены будем собрать весь материал воедино и предоставить всем, кто хочет познать истину.